Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Коми среди взрослых превышен на 6%. Тяжелых случаев мало, но все же есть. Болеет и младшее население. За последнюю неделю за медпомощью обратились больше 5000 детей. О том, как избежать болезни, у медиков узнала Дарья Вологжанина. Нина Мальцева с 5-летним сыном Костей в последнее время частые посетители детской поликлиники. На последнем больничном просидели 2 недели. Только выпишутся, сходят в детский сад и опять насморк, кашель, температура. Мы, правда, часто стали болеть. Много соплей у нас. Вот сейчас, например, на выписку пришли, а уже опять сопли. Не знаем уже, чем лечить. Вот. Если бы не бабушка, меня бы уже уволили. Только за прошлую неделю, по сообщению регионального Роспотребнадзора, в Сыктывкаре за медпомощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 3815 человек. Из них больше половины детей – 2086. В целом по Коми показатели в 2 раза выше. На карантин закрыты 13 групп в детских садах. Но все же чаще, отмечают медики, жители республики по-прежнему болеют ковидом. Дети в настоящий момент, что касается коронавирусной инфекции, переносят ее как классическое ОРВИ. Осложнения мы наблюдаем не часто, но они все равно встречаются. Особенно среди подростков старше 12 лет, которые не имеют вакцинации от коронавируса. К сожалению, бывают случаи госпитализации. Специалисты уверены, крайне высокий уровень заболеваемости сдерживает вакцинация. Только 3-я сыктывкарская поликлиника за сентябрь-ноябрь прошлого года привила 67 тысяч человек. Люди болеют по-разному. Все зависит от иммунитета человека, от вакцинации. Вакцинация очень важна и нужна. Это профилактические мероприятия начинаются в осенний период с сентября месяца и по ноябрь месяц вакцинируем население по группам основного риска, и по социальным группам. От ковида население тоже активно вакцинируется. В той же столичной 3-й поликлинике за неделю привились порядка 700 человек. Кроме того, на весну приходится всплеск заболеваемости ОРВИ и простудными заболеваниями. Не стоит забывать, что весна обманчива. Не спешите снимать теплую одежду и укрепляйте иммунитет. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.